Друзья, всем привет! Очередное итоговое видео. Партия небольших ножей якутского типа на шею. Ну, относительно небольших. Приблизительно здесь 21-22 сантиметра в длину вместе с ножными. Так как я делаю обычно деревянная часть, кожаная часть. Можно посмотреть, как теперь получается стыковка. Место стыковки кожи и дерева без щелей теперь. Любой нож, если взять, будет выглядеть, ну, мне кажется, нормально. Так, отверстие есть в деревянной части. Реализован подвес через 4 отверстия, ну, финского типа, так скажем. На концах тесемка длинная, кожаная, прочная. На концах вот такая вот костяная пряжка. Можно регулировать размер, ну, длину тесемки, чтобы вешать на шею под разную комплекцию. Значит, что еще интересного? На рукоятях теперь у нас есть, ну как теперь, я уже давно так делаю, вот такие точки, которые показывают, с какой стороны находится режущая кромка. Сделано это с точки зрения безопасности, потому что, глядя на нож, невозможно сказать вот поначалу, где у него находится режущая кромка. Потом со временем, конечно, владелец к этому привыкает и не будет обращать на это внимание, но поначалу, мне кажется, это полезная такая штука. И каждый раз, когда я об этом говорю, кто-то пишет в комментариях, что зачем изобретать велосипед, если сделать рукоять просто классической формы, как на якутских ножах, в виде яйца. И тогда сразу будет понятно, где находится режущая кромка, и без всяких точек. Я согласен, но на моих ножах можно делать вот так. Смотрите внимательно. Нож достаем, переворачиваем и засовываем обратно. Если вы сделаете рукоять в сечении в виде яйца, то так сделать у вас не получится, потому что кожаная часть формуется под рукоять, и нож можно будет вкладывать только одной стороной. А вот эта вот фича, когда нож можно вкладывать любой стороной, мне кажется, она очень полезная с практической точки зрения. Не нужно обращать на это внимание. Засунул нож так, как он у тебя лежал в руке. Так, погнали теперь по самим ножам. Сталь на всех ножах Х12МФ. Изначально планировалось сделать клинки 90 мм, но у меня почему-то они выковались аж 110 мм. Сантиметр я сточил, еще сантиметр стачивать не стало, просто уже жалко. Поэтому клинок 100 мм, рукоять 100 мм, но в руке, в моей руке вполне, даже запас еще остается под палец. Вот, рука у меня средняя, поэтому размер вполне рабочий. Больстеры на некоторых ножах вот в таком виде, в виде седловины. Мне кажется, такие куски очень интересные. Они вот добавляют интересного стиля ножу. Сам дол битый, подбитый камень сделан. Тоже дикого стиля добавляет. Спуск машинный, легкая линза, сведено в ноль, без подвода. Кончики у всех ножей деликатные, поэтому требует аккуратного обращения. И вот такая вот карелка интересная. Более кучерявые бруски я ставил на рукояти, менее кучерявые ставил на ножны. Самый кучерявый брусок у нас получился на номере 3. Смотрите, просто что-то космическое. Но есть нюанс, как обычно. Вот он. Довольно большая трещина. Она, конечно, была видна с торца, но она была маленькая, я не думал, что она настолько глубоко. Но, тем не менее, я ее поборол, я ее застабилизировал. Трещины теперь нет. Ломать мне было жалко такую красоту, поэтому трещину решил заделывать. Пористая часть в больстере, как обычно, застабилена. Внутрь ничего не попадет. Ну, давайте глянем еще какой-нибудь черный экземпляр. Черные выглядят более строго, что-то даже японское в них есть. Но по-своему интересно. На этом у меня все, друзья. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи. Всем пока.